Новое радио. Все только начинается. Доброе утро, столица! У нас сейчас время уже 11:20. Это субботнее раннее утро. Мы всех приветствуем на волнах Нова 95,5. Это в Душанбе. И, конечно же, прекрасный город Худжанд. Вам тоже огромный привет. Да, друзья, всем привет. Это Новое с вами. Как обычно, мы, девочка Милена, дядя Умит. Но сегодня не простой эфир. Сегодня у нас спец-мега-гипер-крутой эфир. Потому что у нас очень-очень-очень крутой гость, которого мы ждали. Сегодня, друзья, на нашем новом радио в Душанбе, в Таджикистане, в столице, очаровательная, несравненная, прекрасная Надежда Мехер-Грановская. Давайте, друзья, поприветствуем. Здрасте. Как вы рассказываете, как долетели, когда долетели? Мы знаем, что вы долетели. Только сегодня утром? Ну да, я вчера, в общем-то, села в самолет, а сегодня рано утром прилетела к вам. И еще сегодня, завтра было вчера, да, как пел Гуф? Да. В общем, мы вас приветствуем. Это мой случай. Расскажите, пожалуйста, наверное, то, что интересует меня всегда больше всего, какие у вас ожидания от Таджикистана? Вы, наверное, когда вас пригласили, вы знали, что вы прилетите. Что вы смотрели в интернете? Чего вы ожидали? Я, конечно, в интернете посмотрела, мне стало интересно, что из себя представляет город. Увидела остатки советских времен, конечно, и увидела строение, дома и в духе вашей национальности, и также, конечно, какие-то совершенно новые, модные постройки, да? Да, постройки. Ожидания оправдались? Поэтому... Вы понимаете, у меня ожидания от города никогда не было, куда бы я ни приезжала. Зачем? Во-первых, спрашивается. Потому что в первую очередь я приезжаю не как турист и желающий отдохнуть, а именно как исполнитель. Меня в первую очередь интересует публика. И для меня первая задача – это, конечно же, подарить людям там и знакомые для них песни, и что-то новое. И, в принципе, зарядить энергетикой. Это самое главное. Ну, знаете, мы вам скажем честно, признаемся, прям просто мы вас очень ждали, очень долго ждали у нас Особенно я. Я прям очень ждал, я такой, я же вырос. Он, правда, очень нервничал. Вы родились, по-моему, под мои песни. Где-то, да, я не под ваши песни, конечно, но я родился в этот период, когда вы действительно были в топе, когда вы зажигали. Я, кстати, слушал ваши песни, вам больше скажу, я пел караоке ваши песни. Да, ты сейчас даже не что-нибудь стеснялся. Представляешь, сидит тот человек, которого ты слушал, видел по телевизору, и теперь спустя сколько лет? 30, да? Сколько тебе? Ты серьезно? Я похож на 30-летнего человека? Она здесь, представляешь? Она вот здесь перед тобой. Я молодой. Вы себя на сколько цените? А 30 лет это старый, что ли, уже? А вот тут я прокололся, да? Ладно. Я даже молодая, потому что мне всего 38, я считаю, что женщина в 40 лет только начинает вообще жить. И, в принципе, человек в 40 лет начинает жить по-настоящему. Если он действительно как-то правильно и интересно прошел все свои этапы взросления, мудрости, жизненного опыта. Поэтому вы что, 30 лет это вообще зародыш. Жизнь только начинается. Да не только начинается. Надо учесть. Все. Да, все, я не старый, я молодой, мне в душе 18, а вам 15. Ну, серьезно. Вам больше слушайте, мне вообще все равно, сколько мне говорят, сколько мне лет. Конечно, мне, естественно, не 15, но я непременно себя чувствую молодой и буду очень долго чувствовать, потому что я всегда горю каким-то новыми идеями, их воплощаю. То есть у меня нет ощущения, что все, мне нужно как-то остановиться. Жизнь – это действительно есть движение, это есть развитие, и оно бесконечно. Нет ни конца, ни края твоей личности и развитию твоей личности. Поэтому вперед, только вперед. Круто. Это очень мотивирующая речь с самого утра, тем более перед премией. Вот скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы в Виагру попали, по-моему, по рекомендации, да? Плюс еще участвовали в каком-то кастинге, если я не ошибаюсь, когда, по-моему, братья Меладзе гостили у вас в городе на гастролях. Можете рассказать нам эту историю? Вообще, как вы попали в Виагру? Серьезно? Зачем? Мне лично интересно, честно. Как попали? Возьмите в интернет, зайдите. Нет, интернет, знаете, как я попала. Интернет — это интернет. Во-первых, не попала. А меня туда пригласили. Вон оно как. Потому что изначально был кастинг, куда всех приглашают. Не говорят же, попадите, а приглашают на кастинг.
Основной кастинг прошел, уже девушек отобрали, попытались снять попытку номер 5. И было изначально 3 девушки. Группа называлась не Виагра, а Серебро. Потом 2 девушек отсеяли, потому что они совершенно не годились и боялись камеру и вели себя очень, не артистично, скажем так. Одну девушку оставили, это была Алена Винницкая. И вот основной этот кастинг прошел, там много девушек участвовало, и продюсеры решили таким образом, что вот когда Валерий Меладзе ездил туром по Украине, дали задачу организаторам как-то присматриваться к девушкам. И я как раз в городе Хмельницком училась. Не Западная Украина, практически Западная Украина, на границе. И Валерий Меладзе выступал в том же театре Петровского, где я занималась танцами. Ежедневно там просто пропадала народными танцами. И в каких-то пересечениях мы и познакомились именно в этот день его выступления. То есть я просто была, грубо говоря, за кулисами этой сцены. Там, где я сама выступала. Это намного интереснее, чем в Википедии, честное слово. Наверное. Намного живее, понимаете, рассказ получился. В общем, я вас еще раз хочу поблагодарить за то, что вы посетили наш прекрасный город Таджикистан. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что вы, когда приезжаете обычно в города, в которых вы выступаете, вам очень интересна публика. Но мы вас, правда, очень сильно ждали, и слушатели очень сильно ждали, и нас постоянно спрашивают, можно ли будет к вам подойти, сфотографироваться и, возможно, задать пару вопросов, которые их интересуют. Я не знаю, какая площадка, я не видела площадку, поэтому мне сложно сказать, возможно ли. Обычно, конечно, своих приводят и фотографируемся, но, честно, я не могу никому ничего обещать. Отлично, хорошо, спасибо большое. В общем, дорогие друзья, напоминаю, что вы находитесь на волнах Нова, мы вещаем здесь в Душанбе 95,5 FM и в Худжанде 99,5 FM. Напоминаю, что у нас сегодня замечательная гостья Надежда Михель-Грановская. Вы сегодня ее обязательно увидите на премии «Высшая лига нового радио» в Сурушхол. Это случится в 6 вечера. Поэтому, если вы еще не приобрели билеты, то, пожалуйста, успейте это сделать. И ждем вас всех сегодня в Сурушхол. Друзья, Надежда Грановская на Новом и ее композиция. Душанбе, я вас приветствую! Добрый вечер! Не моя вина, я лишь себя пригрела, а ты меня до дна. Танцуем, если получается. Вставайте, вставайте, не стесняемся. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно, и, нажимая на паузу, остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лишнего я полюбила красивого, сумасшедшего. Я полюбила красивого, сумасшедшего, словно елку гирляндами его вешала. Пообещай, что теперь будет по-новому. Говори медленнее, а то ничего не пойму. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять паденья на полеты. Ой, сумасшедший. Ляжем под наркоз. Скажи мне, что приглуши между нами сквозь. Сумасшедший, не моя вина, я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Я поняла, что уже не делаешь. Я купила один билет на Мармаракеш, словно елку гирляндами его вешала и задушила красивого, сумасшедшего. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять паденье на полеты. Сумасшедший, ляжем под наркоз. Скажем им, что проложили между нами сквозь.
дна. Добрый вечер еще раз. Приветствую вас на премии «Высшая лига нового радио». Сумасшедший, не моя вина, я лишь тебя пригубила, а ты сумасшедший, не моя вина, я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вы находитесь на волнах нового, и мы тут продолжаем обсуждение, мы общаемся с прекрасной нашей гостьей, которая прибыла сегодня к нам на новое, Надежда Мешко-Грановская, и, наверное, чуть-чуть о закулисном, наверное, разговоре мы спросили о том, что какие песни ваши любимые, какие песни вам нравятся, и вы рассказали о том, что «Притяжение» песня, которая нравится вам больше всех тех, которых вы исполняете. Которая мне нравится до сих пор. До сих пор. А часто вы ее исполняете, ну вот скажем так, просто потому что настроение хорошее, или просто вот хочется вспомнить? Просто потому что хорошее настроение, я просто слушаю музыку, которую люблю, или в каких-то, если слушаю, то в профессиональных целях. А эту песню я пою на каких-то мероприятиях. Не потому что настроение, а потому что и любят и другие. Здорово, это здорово. Расскажите, вот вы мне говорили сейчас, что вы начали работать с юного возраста. Сколько нужно? С 18 лет. Точнее, с 18 лет. Сколько сил вы потратили на это? Работать в Виагре. В Виагре? Именно в Виагре. В коллективе Виагра работать, конечно, раньше. Работать я начала еще раньше. Мы ездили на гастроли с коллективом народного танца, где я профессионально занималась. И танцевали мы. И во Франции была, когда мне было 16 лет, мы впервые поехали во Францию. И там уже какие-то деньги зарабатывали коллективом. Вот. А в Виагре 18 лет. Сколько лет уже прошло? Нормальненько так, достаточно. 20 лет. 20 лет. Вы можете сказать, что это было... Будет, мне в апреле будет 38. Вы так здорово, на самом деле, знаете, я восхищаюсь тем, что вы как женщина не стесняетесь говорить о возрасте. Почему я должна стесняться говорить о своем возрасте? Но это очень смело. Это не возраст. Стереотипы есть, все-таки они женщинам не принято. Ну, это глупые стереотипы, это абсолютно глупости, абсолютные глупости. Женщина себя должна чувствовать, ну, то есть, во всяком случае, в своей жизни стремиться, чтобы быть счастливой в любом возрасте, и активной, и динамичной. Ну, каждый сделает свой выбор, но даже если ты домохозяйка, все равно ты сам можешь взять ответственность за то, чтобы быть счастливым. Никто другой не может это сделать, кроме тебя самого. Вот скажите, вы сказали про счастье. А что для вас является счастьем? И, может быть, где вы находите это счастье? Откуда вы его черпаете? Полноценности жизни. А полноценностью жизни, я считаю, это возможность реализовать себя и как мама, и как жена, и как творческий человек. То есть это всестороннее такое развитие себя и возможностей, которые ты должен в своей жизни использовать и шансы не упускать. Вот. Потому что очень многие почему-то думают, что если ты занимаешься творчеством, то ты не можешь стать ни женой, ни мамой. Ну, во всяком случае, там, может, один ребенок куда не шло, а да, 2 это уже много. Ну вот, у меня 3 детей, у меня сыну 17 лет. А вот, одной дочке 8 будет, второй 4 года. Да вы что? Вот, поэтому у меня 3 детей, я абсолютно такой трудящийся, работающий человек и реализовываю себя не только как певица, а еще и как актриса, как дизайнер, делаю свои проекты, гастролирую. Поэтому все это возможно. Очень важно правильно организовать свое время, расставить правильно приоритеты. Но очень часто, вы знаете, говорят, что вот если я мама, то у меня есть время только на детей, нужно посвятить всю себя детям и все. То есть люди очень часто не успевают. Вы и дизайнер, и певица, и актриса, и еще и мама.
Как, наверное, вот этот тайм-менеджмент организовать так, чтобы все это успеть и семье вместе время уделить, и при этом заниматься тем, что тебе нравится? Когда ты сама себе хозяйка, тогда это проще. Когда ты не зависишь там, от какого-то продюсера или еще от каких-то обстоятельств, тогда, конечно, это возможно. Еще раз повторюсь. Очень важно правильно расставлять приоритеты. Например, я не хожу на какие-то тусовки, которые совершенно не играют никакой для меня роли. Они ничего мне не дают абсолютно. Ни дополнительных концертов. Известнее я от этого не становлюсь. То есть я этим самым экономлю время. Потому что, конечно, очень часто куда-то приглашают. Вот. Но в этом есть мероприятия, которые они сами по себе, наверное, какие-то значимые, но для меня они не играют никакой роли. То есть это правильная расстановка приоритетов, чтобы была возможность побыть со своими детьми, например. Это здорово, на самом деле. Дорогие женщины, вот вам мотивация, скажем так. Найдите время для себя, любите себя, уважайте себя и будьте независимы. Скажите, пожалуйста, вот по поводу ваших гастролей здесь. Вы сказали о том, что вы примерно смотрели фотографии. Есть ли что-то... Вот вы приезжаете в разные страны, наверное, вас интересует кухня где-то. Вы же мусульманская религия? Да, наша религия мусульманская. Вот я очень люблю слушать... как поет мулла в мечети. Да вы что? Да, у меня вообще... Я, кстати, вот когда летела к вам, я летела турецкими авиалиниями и с удовольствием слушала Коран. Это не первое мое такое... Это не то чтобы увлечение, это вот какое-то удивительное состояние. Я крестьянка, но Бог один на самом деле. Мне очень нравится и звукоизвлечение, как человек, как исполнитель, как певица. Мне очень нравится звукоизвлечение. У меня давно мечта выучить песню на арабском языке. Вот, поэтому Коран я слушаю с удовольствием. И когда я бываю в странах, где есть мечети, я помню когда-то, то есть я часто бываю в Казахстане, например, и в Астане, когда мы ехали из аэропорта, как раз пел мулла в мечети. Это было, конечно, здорово. Мне очень нравится. Поэтому всегда в таких странах меня привлекает почему-то в первую очередь мечети и как раз момент, когда идет пение. Здорово. Прям вы меня сейчас очень сильно удивили. У меня прям душа радуется. Что-то такое, знаешь? Это да. Я даже не могу описать это словами. Каково это? Это точно. Я тоже, честно, очень рад тому, что услышал сейчас. Это очень круто. А вот скажите, пожалуйста, я большой любитель еды. И хочу спросить, пробовали ли вы когда-нибудь что-то из нашей кухни? Я человек всеядный. Мне главное, чтобы было блюдо вкусным. Я очень люблю, я не знаю, это ваш напиток, айран. Да, это азиатский, в принципе, напиток. Азиатский. Конечно, я очень люблю плов. Я люблю всяческие какие-то чебуреки, хачапури и так далее. Здорово. Ну что ж, мы, наверное, прервемся на небольшую паузу. Да, на небольшую музыкальную паузу. И прежде чем я сделаю эту музыкальную паузу, я, наверное, хочу спросить, а можно ли поставить вашу песню «Останься»? Можно. Можно. Все. Надежда Мейхер, Грановская, друзья. Слушаем и наслаждаемся. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, tenerte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, tenerte después. Quiero tenerte muy cerca
cerca mirarme en tus ojos, ver junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, quererte después. Muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder, tenerte después. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Ну что ж, друзья, наш спецэфир продолжается. У нас по-прежнему наша сегодняшняя гостья Надежда Мейхер-Грановская. Мы рады ее приветствовать. С утра прям рады. Здравствуйте. Как вы решили начать, что все, мне пора заканчивать петь в группе, я готова быть сольным артистом? Когда я решила, что я хочу уйти из коллектива, конечно же, у меня не было мысли о том, чтобы начинать сольную карьеру. Первая мысль — хотелось просто жизнь поменять, потому что тот творческий процесс, который происходил в коллективе, он меня уже не устраивал. Я человек, который привык всегда профессионально расти и развиваться. Несмотря на то, что популярность была бешеная, вот этого творческого развития я не видела, поэтому, конечно, мне было некомфортно. Вот, я и решила уйти. И осознание пришло, наверное, спустя год после того, как я ушла, что я вот внутренне, я чувствую, что я готова сольно работать, что я буду себя комфортно чувствовать, я знаю, что мне хочется исполнять. Но я на тот момент работала на телевидении, ведущей еще на одно направление попробовала, которое мне очень понравилось. Вот. А спустя еще 2 года, в 2009 году, Константин Меладзе предложил мне вернуться. Даже в 2008 году предложил вернуться, в 2009 я вернулась в коллектив, дабы потом, спустя года 1,5, уже начать сольную деятельность. Но жизнь, она непостоянна, ситуация не постоянная, и то, что мы планируем изначально, может поменяться со временем. Что, собственно, и произошло. Вот. Я совершенно не жалею о том, что мы с Костей не работаем, потому что все-таки мы разные люди и с разными какими-то взглядами на жизнь, профессиональную жизнь, творческую жизнь в основном. Хотя, конечно, есть какие-то и общие моменты. Вот. Поэтому я пошла своей дорогой, стала таким, знаете, универсальным солдатом, который может быть и актрисой, и певицей, и дизайнером, и ведущей в том числе.
человек-оркестр. Ну, практически. Да, и тут нам поступает сообщение от абонента 6565, который пишет: «Добрый день, мы вас ждем в Royal Club». Вот так вот. Вас ждут. Уже пришли и ждут. Уже пришли и ждут, видимо, сидят там такие, да. А где же Надежда? Спасибо большое. Да, буду. По поводу телевидения. Вы сказали, что это еще одно направление вашей деятельности, что вы еще и на телевидении работали. Да, 6 лет. 6 лет. А какую передачу вы вели? Я вела 2 передачи. Одна была о историях любви каких-то известных личностей, актеров, певиц. А вторая была такая, если это, скажем так, в принципе, просто история в глобальном смысле этого слова жизни, то вторая у меня был соведущий, вот, и мы вели уже о звездах современности. Вот такие актуальные, свеженькие новости у нас были. И 3 года одну программу была, 3 года вторую. Замечательно. Значит, есть СМС от нашей слушательницы, кстати, из Астрахани. Она пишет нам: «Здравствуйте, я очень люблю Надежду, я ее фанатка. Привет ей передайте и говорю от всех нас: добро пожаловать в Таджикистан». Спасибо. Я также знаю, что вы участвовали, по-моему, в передаче про танцы. Я участвовала на Первом канале, если говорить, то я участвовала в «Танцы на льду». «Танцы на льду». И причем это не танцы на льду, а назывались «Лед и пламя». То есть мы и на льду катались, и танцевали на паркете. Ты бы смогла? Почему тут я вообще? Просто спрашиваю, ты бы смогла? А чё? Танцевать на льду или на паркете? Ну, Да. на льду вряд ли, наверное, но на паркете, может быть, наверное. Отплясывала бы, да? Ну, не знаю. Ничего не могу сказать. Написали. Скажите, пожалуйста, почему все-таки группа распалась? Я имею в виду вашу. Новая мне не нравится. У меня тоже любимая песня «Притяжения больше нет». И в сериале вы классно играете. Спасибо. Да, дело в том, что на Первом канале как раз была премьера сериала «Ничто не случается дважды», где у меня была одна из главных ролей, такая очень драматическая роль, где я играла молодую женщину, вот там своих лет плюс-минус, и 50-летнюю, 50-55-летнюю. И как раз вот второй период жизни моей героини, он был в Иордании. На Востоке, да. Вот где я оказалась в конечном счете в тюрьме. То есть моя героиня Раиса оказалась в тюрьме. То есть такое, спасибо большое, очень приятно. Почему распался ваш почему состав? распался все-таки коллектив, пишет нам. Мне стало неинтересно работать в этом коллективе. Вот так вот, уважаемый слушатель, я думаю, это исчерпывающий ответ на данный вопрос. Ну что ж, хочется, наверное, спросить в общем, в принципе. В целом, да. Как вам наше радио? Давайте я без комментариев. Главное, пусть ваше радио процветает, профессионализм тоже ваш растет, и побольше слушателей. Ну что ж, друзья, напоминаю о том, что вы находитесь на волнах Нового. Сегодня в 6 вечера состоится мероприятие нового радио «Высшая лига». Это будет в Суруш-холл. Приходите обязательно. Надеемся всех вас увидеть. Обязательно увидимся. Ну и напоследок, Надежда, с вашего позволения, наверное, поставлю еще одну вашу композицию. Да, и я тоже хочу сказать, что я буду всех вас очень ждать и на премии Нового радио, и в Royal Club. Так что до встречи. Друзья, ну и напоследок Надежда Мейхер-Грановская. Давай останемся свободными, шелка и маски бросим под ноги. И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому. Давай начнем движение первыми. Сегодня я сыграю белыми, а ты иди вперед своею дорогою. Спасайся в сумерках темных комнат. 100 шагов назад, тихо на пальцах
лети, моя душа, не оставайся 100 шагов назад. Притяжения больше нет. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся 100 шагов назад. Притяжения больше нет. А теперь вы. Назад от праздника ко вторникам, назад от финиша к исходникам. И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся 100 шагов назад. Притяжения больше нет. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся 100 шагов назад. Притяжения больше нет. Притяжения больше нет. Сто шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся 100 шагов назад. Притяжения больше нет. Притяжения больше нет. И вы больше нет. Притяжение все же есть. Рахмат. Рахмат. Большой рахмат. Спасибо большое. Новое радио.